Пришел в гости дядя Ваня. Сидим. Сидим, обсуждаем. На улице сегодня 28 жары. 28. Я боюсь даже выйти в жару. Но дядя Ваня пришел помочь мне сделать для полива там шланги, да насос отпустить воду. И Маша там поливать, чтобы легче было, да что-то. И думаю, сейчас вот пойдем все-таки на улицу. Пойдем или нет, дядя Ваня? Ну. Или на рыбалку пойдем? Если хочешь вяленого или нет? Нет. С пивом? Вкусно будет? Ну тогда будем сидеть, да, думать там. У нас шланги прохудились, это надо все сначала посмотреть, где и что надо будет докупить, и этим будем сегодня заниматься. Заодно поснимаю, как там Маша будет там работать на огороде, вот так. Все. Я еще не успел, друзья, выйти. Маша там занимается посадкой лука, наконец-то решилась посадить лук. Поздно почему сажаешь, Маша, лук? Что? Потому что заморозки были. А не, лук-то рано сажают. Потому что гум, чтобы не было, да? Гум. По кому? Гум это, я не знаю что. Ну, там семена, потом сразу выдметены. Да. Гум. По кому гума там, я не знаю по. А Маша этим занимается, пока еще тоже не вышло. Хорошо, что ветер на улице. Жара 28, как уже говорил, и ветер как бы облегчает такую жару. Ну, в принципе, тут что-то водолей сейчас засунем, так еще вот вещь полив. Надо просто шланги еще протянуть. Да, должно достать. Если не достанет, так что потом? Новый шланг возьмем, купим. Ты сначала глубину померяй. На дно осторожненько отпусти, а потом приподними чуть-чуть. Это на дне? Да. А приподнимешь, если? Все, да? Ну, хорошо. Значит, шланг уже не надо и покупать. Давай. Достанет этот. А между тем Маша сажает уже лук. Там у Раисы Ивановны уже высокий лук, да? Да. А у нас только Маша сажает. Ветерок хороший, да, Маша? Если бы ветра не было, то вообще кошмар бы был. У нее там еще и помидоры не вынесли, но опять обещают холодную погоду. Вот эти 2 дня только теплые. Хочу еще показать, что я не знаю, на камеру смогу ли нет найти. Не могу никак найти. Но картошка эта вышла. Сейчас потом покажу. Пока, друзья, не успели там проводкой делать. Маша вон опять по старинке еще черпаком работает. Ну, не по старинке, а летом обычно вот этот водолей там стоит у нас, да, и легче. А она сейчас вот, черпаком. Маша, а то, что вода холодная, ничего? На лук уже я. На... Я все время холодной водой поливаю. Ну. Ну, пока вот так. Из-за этого, наверное, меня и ругает.
Ну ничего, сейчас быстренько закончим. Маша кабачки сажает. Рассада была такая. Ну, не знаю. Говорят, что холодно еще, Маша, будет. Но потом уже время тоже уже. Да, потом время уже тоже поджимает. У нас почти водопровод-то готов уже, Маша. Там проводку еще осталось закрепить и все. Привет всем! Я на грядках сегодня опять также. Погода отличная, но у нас такой ветер хорошенький. Сегодня, если бы не было ветра, бы вообще бы было пекло. Вот. Вчера, значит, я скошенную траву, всю полностью скошенную траву, сухую траву, все откладывала на клубнику. Сейчас я вам покажу. Вот, полностью покрыла сухой травой. Ну, мне так посоветовали. Не будет и сорняков, и земля не высохнет, конечно, если у нас лето будет жаркое. Вот. И как бы ягоды сохранятся, не будут гнить. Так что первый раз только я эти пробовала вот на этот год, на это лето. Первый раз еще так сделала. Послушалась советов у знакомой. Вот. Ну и посмотрим, будут ли сорняки появляться и как клубника будет. Но у меня уже клубника, я смотрю, уже вон цветет. Ну, не все, конечно, кусты, но не все, конечно, кусты цветут. Но вон цветочки видны уже. Так что цветы уже появляются. Комочки вон есть, так что скоро и это зацветут. Сюда сейчас буду сажать помидоры. Еще не вынесла. Полила под землю. Здесь кабачки посадила. Но сказали, погода опять что-то прохладно будет. С четверга, наверное, опять 15 градусов и меньше, до 2. Что-то показывает в интернете. Не знаю, потом замерзнет, нет. Но уже потом дома держать тоже уже как-то слишком выросла уже. Кабачки уже слишком выросли, большие уже стали. Вот. Сейчас покажу картошку. Картошка уже у нас появилась. Листочки уже видны. Сколько вышел. Зелень уже появилась. Ну, только сегодня посадила. Вот дядя Ваня с Сергеем сделали насос, подключили. Спасибо, дядя Ваня, что помог. Это очень хорошо даже. А здесь шланг идет. Но еще нужно туда добавить, потому что не достает еще для поливки. Это даже очень хорошо. Спасибо, дядя Ваня. Значит, у меня
Здесь парник, огурчики. Раз, два, три, четыре. 4 огурчика. Один тоже. Еще у меня там семена замочила. Нужно вот еще посадить. Ну, как видите, муравьев нету. Муравьи исчезли, убежали куда-то, скрылись. Пока их нету. Так что смесь с сахаром, с содой, наверное, помогла все-таки. Вот. Сейчас буду заниматься помидорами. Помидоры буду выносить сюда, сажать. И на улицу тоже. Я немного отлучался. Ну, приехал я, и Маша мне рассказывала, что она там на огороде сделала. Она очень много работы провернула. Сейчас уже близится к вечер, несмотря на то, что светло. У нас сейчас период такой белых ночей. Собирается топить баню. Баньку, Маша, будешь топить сегодня. Париться будем. Вот. Умка, она без этого не может. Водопровод, к сожалению, короткий. Я говорю, Маша, проведем до сюда хотя бы шланг. Не хочет. Я не знаю, почему не хочет. А так будет, хоть бы вот до этой печки. Чтобы ощущалось, что в деревне, да? Ну вот. Там поливочный шланг установили. Ну, еще один шланг надо будет докупить. Потому что до грядок, до вот этих крайних грядок не достаем все равно. Вот до этих. До чеснока, например, не достаем. И надо будет все равно докупать этот поливочный шланг. Маша пошла за водой. Пока так набираем воду в ведра. Я предложил Маше провести до сюда. Тут где-то, наверное, метров 30-то будет. Напрямик. Не хочет. До полива там половину грядка хватает. Но все равно надо будет докупать этот шланг. И все равно, если я куплю уже этот шланг, 20 метров, то запросто до сюда достанет. И опять Маша легче будет. Лето хорошо, друзья, вообще. Тепло сейчас. Кто-то тогда сказал, Маша говорит, не таскай 2 ведрами, не таскай. А вы думаете, я это не говорю? Я тоже это говорю. Видишь, не слушается человек. Вот, Маша, зачем вот 2 ведрами-то? Тяжело же. Вот слышали, что она сказала? Ну, такая. Дрова уже натаскала Маша. Теперь вот. Теперь дрова. Ой, не дрова, а воду натаскала уже. Теперь дрова. Баньку. Ну, сейчас немного дров надо на баньку. 1 топку и все. 1 топку и жара уже конкретная. Вода горячая, парилка горячая, жаркая. Это каменка вообще. Огонь. Маша еще смолистые такие. Откуда такие смолистые полена взяла? Здоровенника. Хватит, наверное, давать. Ой, свежей смолой так запахло. Смолянистая, Маша. Это очень смолянистая. Может, поменяешь? Меня?
Ну, это смоленистые. Сейчас мыльного. Слишком жарко будет. Да тоже мыгиками. Удьялова будет. Опасно это. А я печать скис. Уже тотчас. Вон там у нас другая собачка. Айда-то. Сейчас Маша водички даст. Жарко ей тоже. Умка тоже спряталась. В тенечек. Ой, Маша, там у нее цепь, по-моему, это закрутилась. Водички. Маша зашла посмотреть, как там у нее помидоры сегодня, которые я посадила. Но немножко это заболели, да, Вад? Ну, вот листья-то это. Помидоры, да, потому что на подоконнике да что-то чернеть начали. Не знаю, там они как приживутся, конечно. Огурцы всего остались 4 куста, да? Да. Ну, говорит, нам хватит свежего. На свежинку, да, что-то. Главное, чтобы погода была. Да, и помидоры. 5 кустов вот. Эти черри, да? Да, маме дала не знаю сколько кустов. А потом эти 5 кустов, да, потом 5 и посадила. Погромче. 5 и посадила. Вот и все. Потом посмотрим, как будут расти. Ну, вырастут, если погода... Прищипывать еще надо уметь. Я не умею. Главное, чтобы это погода была, а там все будет. Ну да, надеюсь, погода будет. Вон, солнечная же, теплая, да. Июнь-то, наверное, попрохладнее может, а июль-то, наверное, потом нормально будет. Вот помидорчики. Такие тоненькие, слабенькие. На открытый грунт Маша вынесла. Что-то совсем у меня нету надежды. Хотя прошлый год также я говорил, но помидоры были. Ну что, друзья, заходим домой уже мы. Баньку приготовили. Деловой такой, приготовили. Маша приготовила. Маша приготовила баньку. Копалась целый день, сегодня опять на грядках. Вот такое лето, Маша, давай. Это у всех так? Ну, У всех. да. Все копаются, все на грядках. Все копаются, все на грядках, да. И Маша тоже. И я тоже. Копаюсь или нет? Как ты сейчас смотришь, наблюдатель. Языком копаю, да? Ну, хорошо. Ладно, друзья, заканчивать будем это видео уже. Всем говорим пока. До новых встреч в нашей деревне. На нашем канале. На нашем канале. Да. Будут еще рассветы и много рассветов. Так ведь, Маша? Да. Все. Лето благодать. Главное, чтобы лето пусть хорошее лето было. будет теплое, чтобы могли как больше находиться на улице, а не дома. Когда холодно все время же тоже неохота выходить. Ну да. А лето, чтобы такое теплое, жаркое было. Когда здесь беседку построишь? Вот здесь. Да, беседку надо тоже построить. Когда построишь? Построим. В следующем году. В следующем году. Будем, скажи, ждать. Да. Ну, надеюсь, на следующий год сделает Сережа. Все. Пока. Да. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока.